Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, о чем он хочет вам сказать прямо здесь и прямо сейчас. Его слова, его послания для вас. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух обратитесь к нему и спросите: мой милый дорогой, о чем ты хочешь мне сказать здесь и сейчас? Какое послание ты для меня приготовил? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, здесь выходит информация о том, что у вас не все гладко вместе. Либо вот именно эта отсыпочка подойдет тем, у кого напряженка в отношениях, у кого не строятся отношения, либо отношения попали в такую вот временную петлю, когда нет развития, знаете, как и не вперед, и не назад. И также тем, кто недавно поссорился, поругался и, может быть, даже ушел в паузу. Видите, он показал, что вы друг от друга отделились, отстранились. И мало того, еще показывает, что как бы вы ему, ну вот кулак показываете, говорите: ну не подходи, а то ударю, да, в таком ключе. Ну, либо он так воспринимает ваше поведение угрожающе, что вот она не хочет, чтобы я к ней приходил, она меня ударит, она обиделась на меня. Да, он говорит: я тут жертва, такой несчастный, бедненький, он к стенке прижался, весь дрожит, и еще и молнию от вас поймал, такой вот грозовой разряд. А вы такая крутая, стоите, кулак ему показываете: не подходи. Так, да, в конфликте, либо в том, что у вас там не ладится, не строится, он почему-то винит вас. Он говорит: ну я ничего плохого не хочу, я нормальный, я как бы все делаю, что должен. Это она вот тут бесится, либо с ней что-то не так. Он кулаки показывает, я ее боюсь, не хочу ее провоцировать. Да, у него, видите, за спиной разряд молнии, вот он ударил за спиной. Возможно, его даже зацепило. Может быть, вы ему что-то такое сказали, может быть, как-то так себя повели, что он это воспринял как удар молнии. Бедный напугался и вот стоит, дрожит. О чем он хочет вам сказать? Он хочет вам сказать, что он на вас не обижается, что то, что было, то прошло. И вплоть до того, что вот если я был неправ, ты прости. Ну, как бы у него характер, да, у него какая-то своя манера поведения. Он считает, что он все делает правильно, нормально, логично. Вот, а вы как бы женщина требовательная. Ну, либо себе на уме, как-то так идет. Хотя он не прочь попросить у вас прощения, но только мысленно. То есть он говорит: ну пойми, у меня характер, я не могу унижаться, я не могу выпрашивать. Ну, это же стыдно, это же позорно для мужика. Меня что там ребята засмеют, ну, либо кто-нибудь там засмеет. То есть я не могу так опускаться, либо позориться, чтобы просить прощения. Ну и вообще, в принципе, он не понимает, в чем он виноват. Так, о чем он просит передать? Видите, вот здесь пара, люди разошлись, и вы кулак показываете, а здесь пара, там, где он целует вам ручку. То есть вы такая стоите, даете ему руку, не кулак показываете, а руку даете, а он целует, значит, вашу ручку, склонился над вашей ручкой. Говорит: дай мне шанс увидеться, либо дай мне шанс прийти в себя, и я приду, расцелую твои ручки. Даже если ты мне кулак покажешь, все равно буду его целовать. Тут такое впечатление, что он говорит о времени. Время на то, чтобы до вас доехать, либо до вас добраться, либо время на то, чтобы как бы остыть. Да? Может быть, ему нужно время, чтобы остыть, прийти в себя. А может быть, он вам дает время, чтобы вы остыли, пришли в себя, и тогда он появится, начнет целовать вам ручки.
Ну, еще, кстати, поцелуй руки – это предложение, может быть. Предложение любого вида, любого характера. Не обязательно руки и сердце. Может быть, предложение там, забыться, обнулиться. Может быть, предложение куда-то вместе сходить, поехать. Либо что-то вместе делать. Да? У кого-то и так отыграется. Так, еще. Он говорит о том, что да, вы действительно как-то друг друга не понимаете, либо как будто бы на разных планетах живете, говорите на разном языке. Он говорит, я не понимаю, чего ты хочешь, я не понимаю, что ты мне говоришь. Там, я не восприимчив к намекам. Хотя, если честно, я вижу, что он, в принципе, не восприимчив к тому, что вы говорите. Не потому, что он не понимает, а потому что он с этим либо не согласен, либо это не в его повадках. Да? Может быть, вы ему там предлагаете что-то более серьезное, либо более серьезно относиться к жизни. И он такой, что? Я и так серьезный, куда еще серьезней? Вот. Вижу, что за ним какие-то люди стоят, на которых он достаточно мощно опирается. Это могут быть и родственники, это могут быть и друзья. То есть у него как бы тыл прикрыт. И он такой, если что, я типа к друзьям, если что, я типа к родителям. То есть есть куда ему нырнуть, куда уйти, да, где спрятаться, где обрести как жалость, наверное, да, чтобы его пожалели и утешили. То есть есть такой момент. Вот, возможно, вы против того, что он постоянно ходит к родителям, ну, утешается, грубо говоря, либо ходит к друзьям утешаться. Возможно, вы против. Но он не готов отказаться от этих людей. Говорит о том, что, ну, типа, вы их сильно переоцениваете, и не все так однозначно, как вы это видите. То есть он говорит, эти друзья, либо семья – это часть меня, и я не могу от них отказаться. Да, я могу там дозировать общение с этими людьми, но так, чтобы прям совсем отказаться, я на это не пойду. Либо я не могу на это пойти. Вот как ни крути, не могу. И еще он говорит о том, что вы в какой-то женщине видите угрозу, хотя угрозы нет. Здесь женщину показывают. Женщина, которая... Ну, давайте так, она одевается дорого-богато, да, но безвкусно. То есть женщина, которая много вкладывает в себя, в свою внешность, в свои наряды, но при этом это все безвкусица и просто какой-то как маскарадный костюм, да. Ну, прям такая вся яркая, пестрая и еще и блестит. Он говорит, ты неправильно все поняла. Та женщина, она мне как никто, то есть между нами ничего нет. Вот, зря ты типа ревнуешь, зря ты типа приписываешь мне с ней роман. Даже если когда-то что-то и было, то это все уже давным-давно закончено. То есть мы с ней не общаемся, и то, что ты там увидела, либо подумала, это все как бы ошибка. Он не выгораживает себя, он не выгораживает ее, он просто говорит, что вы ошиблись, что вот именно с той у него ничего нет. Говорит, я только о тебе думаю, я только в твою сторону смотрю. Хотя эта женщина, да, она у него выходит, и ну, за спиной она у него выходит. Месяц в руках держит. То есть она все-таки влияет на него, либо она его к себе чем-то привязала. Соперница, разлучница, кто-то, да, вот такая женщина пестро одевается, ярко красится, да, яркий такой макияж, и все это полная безвкусица. Месяц хоть и тонкий, но он есть. То есть какая-то зацепка, какая-то завязка, привязка, она есть. Вот, хотя он всячески, видите, отпихивается, говорит, не-не-не, с той женщиной ничего нет. И еще, мои хорошие, он вам хочет сказать о том, что вы его ангел, ангел-хранитель, ангел-спаситель, не знаю, он вас рисует своим ангелом и говорит, что вот если ты не простишь, либо если ты не будешь со мной общаться, то меня ждет беда, я могу попасть в беду, потому что ты даешь классные советы, потому что ты все знаешь наперед, потому что ты можешь указать мне правильный путь. И говорит, мне сейчас нелегко, у меня уже какие-то неприятности начались, либо неприятности полным ходом идут в моей жизни. И это все потому, что ты мой ангел, ангел, который отказался от меня. То есть он даже вас немножко обвиняет в том, что у него сейчас неприятности, дескать, не помогаете вы, мальчишки. Вот и такой результат. Так, еще он говорит о том, что вы большими какими-то серьезными категориями мыслите. То есть у вас, я так понимаю, есть план на несколько лет вперед,
и вы стараетесь его соблюсти. Ну, то есть там выйти замуж, родить ребенка, там, приобрести жилье, там, машину прикупить, там, на работе карьерно вырасти. То есть у вас какой-то вот план на жизнь. И он говорит, ну, для меня это неподъемный план, и я боюсь, что я вот не соответствую. Как-то так он пытается не то чтобы оправдаться, а скорее донести, что типа слишком много от меня хочешь, я всего лишь простой смертный. И говорит, что вы разные. Он говорит, мне не дано то, что дано тебе, либо я не могу жить так, как можешь ты. То есть я понимаю, что он подчеркивает разницу между вами в том, что вы очень сильная и целеустремленная, а он такой, знаете, плывет по течению и надеется на чудо, что авось пронесет, либо авось к правильному берегу меня типа течение выкинет. Он говорит, здесь мы разные, но я могу типа учиться у тебя, но не так быстро, как ты хочешь. Вот меня многое страшит, многое пугает, и вообще я так жить не привык. И еще у него есть какое-то увлечение, ну то ли он любит там, футбол играть, либо там с друзьями встречаться, там, не знаю, в сауну ходить. Вот, и он говорит, я от этого не откажусь, я не могу от этого отказаться. И типа, если ты меня заставляешь, все равно, что режешь по-живому. Да, ты меня там крыльев лишаешь. Да, это моя отрада, это моя душина. И если я не буду этим заниматься, то я прям потухну, да, зачахну и превращусь в свою собственную тень. Просит, чтобы вы как-то с пониманием к этому отнеслись и не запрещали, либо не ставили ему каких-то ультиматумов. Ну, типа, или выбирали либо я, либо друзья. Да, говорит, нет, так нельзя. Так нельзя, это очень плохо для меня. Так, девочки, хотите верьте, хотите нет, этот мужчина, скорее всего, даже гадал на вас, либо, ну да, больше как похоже на гадание. Кому-то обращался по поводу вас и того, что вас вместе ждет. Ему там много всего хорошего сказали, и он в это поверил, и прям очень на это надеется. Ну, то есть надеется, что все конфликты закончатся, что вы будете вместе жить, поживать, ни горя, ни беды не знать. То есть, что будет у вас такой период, эпоха вашей жизни, там, покоя, гармонии и равновесия. И он такой говорит, ну мы же по судьбе, да, мы же там должны быть вместе, нас Боженька свел, да, пойми это. Мы должны научиться принимать друг друга такими, как мы есть, да, не пытаться друг друга переделать, а такими, как мы есть, да, в таком ключе. Знаете, его очень впечатлил поход к эзотерику, ну, либо к гадалке. И он прям такой духом воспрял, вот прям поверил в то, что ему сказали, и очень хочет, чтобы это все сбылось. Так, еще показывают рядом с вами человека, который на вас сильно влияет. Это может быть и подруга, и мама, может быть. Тот, кто очень сильно влияет, и тот либо та, кого этот мужчина очень сильно недолюбливает, боится и недолюбливает. И вот он такой, зачем ты слушаешь, зачем ты веришь? Типа, наша личная жизнь — это между нами. Зачем ты типа третьим людям сообщаешь, что с нами происходит? Вот ему это не нравится. Не нравится, он говорит, из-за этого мы ругаемся, из-за этого у нас проблемы. Потому что этот третий человек тебя накручивает против меня, либо какие-то гадости про меня говорит. Он говорит, от этого третьего человека постоянно критика в мою сторону, и это подрывает наши отношения. То есть ты меня ругаешь за моих друзей, но при этом есть рядом с тобой тот, либо та, кто тебя против меня накручивает. То есть как-то так он пытается вам донести информацию. Может быть, где-то там за вашей спиной что-то происходило. И, например, ваш мужчина выяснял отношения с вашей мамой, либо с вашей подругой. Может быть, там наехала на него ваша подруга, либо мама. Вот, ему прям очень не понравилось. И он такой, ну, что за дела, почему, зачем? Хотел бы, чтобы вы, ну, либо поменьше общались, либо не слушали подругу, либо маму. Считаю, что этот человек разрушает ваши отношения. Здесь еще мужчина что-то про деньги говорит. То ли он вам денег пообещал, то ли вы ему деньги одолжили. Я не удивлюсь, потому что мужчина такой шалтай-болтай. Мог и в долг у вас взять. А мог просто пообещать вам денежную материальную поддержку и слиться, грубо говоря. Вот. По поводу денег он говорит, что у него сейчас нет, но если прям очень надо, то он может занять, либо там кредит влезть. То есть, ну, типа, ты только скажи, и я все сделаю. И оправдывается тем,
что какие-то события, помимо его прогнозов, произошли, либо как-то неожиданно что-то случилось, и это все перебило, да, все планы ему поломало, какой-то форс-мажор, и он такой, ну я ж не виноват, я надеялся, хотел как лучше, а произошло именно так. Но денег, я так понимаю, у него нет, карман пустой, но типа если надо, он добудет. Как-то так идет. Так, и еще здесь как просьба пожелания, скорее всего, он вас показывает птичкой, которая сидит в гнезде. И вот знаете, никуда с гнезда она не уходит, не улетает. Он говорит, ну так нельзя. Ты слишком домашняя, либо ты домоседка. То есть ему, я так понимаю, это не нравится, либо он считает, что это какой-то прям изъян, да, что вы слишком домашняя. Вот, как претензия даже в вашу сторону. Ну, типа, он вольный парень, да, он любит там где-то тусоваться, куда-то ездить, с кем-то общаться, а вы, наоборот, такая вся в семье. И он такой, ну, это типа крайность, и надо как-то договариваться, и давай там, например, меня сопровождай, а я в какие-то моменты с тобой дома буду находиться, да, говорит, нужно договориться об этом. Ну да, скорее как пожелание. Не претензия, а пожелание. То есть хватит сидеть дома, поддержи меня, вот ты поймешь, что это классно, там встречаться с друзьями, весело проводить время. Ну типа дома ты всегда успеешь посидеть. Еще мужчина что-то показывает про вашу карьеру. То ли вы карьеристка, то ли он вас считает карьеристкой. Он как будто бы вас ревнует к вашей карьере, к вашей работе. Ну вот чем бы вы ни занимались. Да, возможно, вы на кого-то работаете, карьеру строите. Возможно, вы сами на себя работаете и пытаетесь добиться успеха, да, максимального успеха. И он такой, ну так типа нельзя, ну, ты от меня отвлекаешься, ты очень злая становишься, либо эмоциональная, ты там неприятности на работе у тебя, и ты потом все это переносишь на меня. Это как бы не нравится, да? Вообще он хотел бы, чтобы вы меньше, наверное, работали, меньше там своим делом занимались, карьерой, а больше как бы на него концентрировались. И он такой говорит, тогда бы у нас все было хорошо. Не знаю, девочки, вы, конечно, все разные и живете в разных странах. Мне очень кажется, что этот мужчина, он немножечко как не в себе, либо в состоянии измененного сознания. То есть обычно так бывает, когда человек выпил. Вот выпил, и у него мысли путаются, потому что здесь очень много разной информации, которая вот прям она какая-то параллельная идет. То есть у нас был вопрос задан так, да, что ты хочешь сказать? И тут и претензии, и пожелания, и хотелки, тут он все решил озвучить. Не знаю, вы как хотите, но он либо пьяненький, либо у него, не знаю, температура может быть, да, и у него там спутанность сознания идет. Либо очень много разных мужчин с разными претензиями пришли, да, с разными пожеланиями и высказываниями. Тут мужчина говорит, что он вам все отдал, всего себя посвятил, а вы типа этого не видите, либо не хотите это принимать. Он говорит, я перед тобой чист, ты все про меня знаешь, никаких тайн, секретов нет, я тебе ключ от своей жизни, от своего сердца отдал. Вот, а ты, отворачиваешься от меня, как будто бы тебе этого мало. Он не понимает, чего вы хотите, либо придуривается, да, тоже может быть хитренький мужчина такой, типа, а я не понимаю, что ты хочешь. Замуж хочу. А это как, да, я не понимаю. Вот в таком ключе. Так, и еще мужчина говорит о том, что у вас очень жесткий характер. И он такой, так же нельзя, ты же девочка, ты должна быть гораздо мягче. Почему ты такая жесткая, даже в какой-то степени жестокая? Не нравится. Еще не нравится, что вы слишком независимая. И он такой, это, наверное, потому что ты в меня не веришь. Типа попробуй меня, да, доверься мне. Вот в таком ключе. Смотрите, здесь вот главный посыл идет, что вот я белый и пушистый, ни в чем не виноват. Все, что произошло плохого, это была ошибка. Я хороший, я слишком добрый, а ты вот, да, жесткая. Жесткая, и ты меня не понимаешь. Из-за этого у нас ссоры и скандалы. Сейчас я, наверное, карты возьму, потому что действительно... Что-то меня этот мужчина смущает.
Смущает его поведение, смущает его эти высказывания. Так, давайте сначала спросим, пьян ли он или нет. Не в бровь, а в глаз. Да, девчонки, выпил, и мы прям попали в точку. Рыба, вода. Штормит его. И он еще как будто бы, ну вот как, знаете, пьяные там вечно там обижаются, пьяные слезы, пьяные обиды. Хорошо. Правда ли, что ты мягкий и пушистый, а девушка, которая на тебя загадала, жесткая? Ну, смотрите, карта туч говорит о том, что мужчина тут тень на плетень наводит. Желаемое выдает за действительное. Вы невероятно прекрасны, у вас все в совершенстве, да? То есть и жесткость, и доброта, и нежность, и требовательность, все в совершенстве. И вы прекрасный цветок. А он тут туманом пытается навести, то есть он обманывает. Проблемы не из-за того, что вы жесткая, а он мягкий, а все, наверное, наоборот. Он расхлябанный, а вы серьезная, поэтому и проблемы. Хорошо. Ну, чувства свои покажи. Покажи свои чувства. О, Боже. Ну, вот вам и чувства. Обижается этот мужчина на вас сильно, считает, что вы и лиса, и кобра, ну, змея. И говорит, блин, ну как так, да? Почему она такая, почему она в таких вот проявлениях? Ну точно пьяный, девочки, ну что с пьяного спросишь? Ну какой нормальный мужчина свою женщину лисой покажет и змеей? Ну кто, вот скажите мне. Это только пьяный мужчина может лить вот эти слезы пьяные и жаловаться на свою женщину. Опять он пишет, что вы его не пускаете, что вы не даете ни приплыть к вам, ни прискакать к вам. Что-то вы такого хотите, либо цену себе набиваете, он понять не может, он обижается и вообще он в такие игры не играет. Ладно, ну давай по сути. По сути, что ты хочешь сказать? Потому что здесь в песке, ну просто какой-то ужас происходит, если честно. Смотрите, много разных фрагментов, и все это какие-то жалобы. Это не разговор, это жалоба, да, кляуза. Так, что на самом деле твоя душа хочет сказать? Ну, он хочет вам сказать, чтобы вы никому не верили по поводу его, что люди обманывают, что есть недоброжелатели, которые хотят его просто вот похоронить. Да? Может быть, какие-то враги, может быть, там недобрые люди. Не верь тому, что обо мне слышишь. Меня оклеветали, либо меня могут оклеветать. Скорее всего, со стороны женщины клевета может пойти, потому что лилию показали. Может быть, обиженная на него женщина, может быть, еще что-то в отместку. Может, специально хотят подорвать его репутации, какое-то обвинение в его сторону. Он говорит, это все неправда. Я перед тобою честен и чист, вот, не верь. Время придет, все выяснится, прояснится. Говорит, сложно вы ему даетесь, путь к вам это просто вот лабиринт, наверное, какой-то, либо дорога с препятствиями. Путь к вам, к вашему сердцу, к тому, чтобы быть с вами вместе. Но он говорит, я справлюсь, я буду меняться, я буду подстраиваться, перенастраиваться, но мне нужно время. Мне нужно время. Не жди от меня каких-то скорых результатов, но я буду стараться. И опять же, вот не верь тому, что обо мне услышишь, либо тому, что тебе обо мне сказали. Мои враги хотят меня похоронить. Вот в таком ключе. Либо отомстить, возможно. Может быть, по этому случаю он и напился, и вот эту всю нам ерунду рассказывает. В самом венце у нас очень хорошие знаки. Здесь мужчина, кольцо и собака. То есть мужчина с кольцом, мужчина, который делает предложение, мужчина, который очень заинтересован в союзе, ведь кольцо – это союз. Ну а собака – это верный друг. Верный друг, надежный защитник, соратник, помощник, тот, кто действительно предан. От макушки до пяточек он предан, до мозга костей он предан. То есть он говорит, это я,
и то, как я буду к тебе проявляться. То есть я принял это решение, это желание моего сердца, и я на это пойду. Кольцо как символ вашей любви, как символ ваших отношений, вашего союза, и роль собаки. То есть он даже на роль собаки согласен, либо он именно об этой роли мечтает, быть преданным другом, защитником и ну, вот всегда быть рядом, да, не покидать, не отходить, не отступать, развлекать, я не знаю, там, уют создавать вам. Вот на это он готов пойти, он об этом мечтает, и он это будет делать. А вот эти все пьяные слезы, ну да, зря мы их читали. Просто мужчина не в себе. Не в себе, поэтому так много жаловался, плакался именно в песке, что и то ему не так, и это ему не так. Так он вас любит, я это вижу. Но вы для него бубновая масть. Вы фартовая, либо благодаря вам он фартовым становится. То есть когда у вас все хорошо, у него в жизни тоже все хорошо. И в делах хорошо, и по здоровью хорошо. Как только вы начинаете ссорить, ругаться, он сразу не туда идет. Да? Вот как будто бы с истинного пути сбивается. У него там и болячки по здоровью вылазят, у него там дела просто рассыпаются, как карточный домик. А у него сразу вот по карману бьет, денег меньше становится. Ну вот как бы да, вы ему удачу приносите. Ну и опять же, да, сила любви, ее тоже никто не отрицает. Любит он вас, любит. Просто немножко такой противный, либо сыроватый мужчина. Надо время для того, чтобы отказаться от своей там вольной жизни и, наверное, настроиться на большую семейность. Хотя он об этом мечтает. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.